Первым руководитель региона в своем рабочем кабинете принял жителя города Назрань Анзора Евлоева, обратившегося к нему с просьбой выделить средства на лечение сына, которого необходимо срочно вывести в Астрахань на сложную операцию. Внимательно выслушав собеседника, Минсбек Евкуров поручил присутствовавшему на встрече заместителю главы администрации республики Магомеду Батаеву до 15 февраля решить все организационные вопросы, связанные с перевозкой больного ребенка и оплатой проживания семей. С вопросом об оказании помощи в трудоустройстве главе субъекта обратились Магомед Шадыжев и Мустафа Богатырев, имеющие высшее образование и опыт работы в различных государственных органах исполнительной власти. В ходе общения Минсбек Евкуров отметил, при назначении на ту или иную работу нужно учитывать не только профессиональные, но и человеческие качества. Им были предложены вакантные должности в технадзоре по строительству и контрольно-ревизионном управлении, подчеркнув, что в зависимости от того, как исполняются служебные обязанности, в последующем будут приняты решения о повышении. Пока ты идешь туда, работаешь, а я в причем месте уже подумаю. Хорошо, тогда работаю в контрольном управлении. Работы там много, именно по экономическому блоку в том числе. И там надо решить, там можно задачу поставить, кто за какое направление отвечает. А ты уже готов завтра, послезавтра уже с понедельника выходить на работу. Минсбек Евкуров провел встречу с Хадижат Пугоевой, женой Тимура Албакова, без вести пропавшего в 2011 году. Супруга якобы похищенного молодого человека попросила главу оказать содействие в поиске мужа. Отвечая на вопрос Пугоевой, руководитель региона сказал, что данное обращение находится на рассмотрении в Совете Безопасности. Силовыми структурами республики принимаются меры по установлению его местонахождения. У нас много молодых ребят, которые ушли и вообще с родителями не общаются, с родственниками не общаются. И забыли уже вообще, что они есть такие. Здесь такие это есть, эта тема общеизвестная. Специально сами же эти подельники звонят, дают информацию, хранят там боеприпасы, оружие, заставляют вас, чтобы заходили органы правопорядка, забирать этого парня, дразнить его, драконить его, чтобы на этом парне еще таких 5-6 парней сделать, которые против власти будут. Сами же эти же лидеры бандподполья это делают, это схема известная. Липецкий корбурца. Цакна корбур. Акар хасак ложка арпен мучит, акор баш. Шахар солидиш. Директор регионального информационного центра «Консультант Плюс» Асета Аздоева представила главе Ингушетии проект по внедрению новых технологий, позволяющих ускорить процесс пополнения федеральной нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной деятельности органов исполнительной и законодательной власти. Минсбек Евкуров одобрил эту инициативу и дал указание изучить тему реализации проекта в регионе. В первую очередь мы хотим показать результаты и качество нашей работы на территории родной республики здесь. Потому что весь наш коллектив – это люди, живущие на этой территории, получающие зарплату здесь, с нашего центра. Суть нашей работы, значит, это федеральная база, нормативная полностью, нормативная база всех субъектов российской. Нормативно-правовая база. Да, правильно. Нормативно-правовая база. Это указы, законы, постановления, полностью федеральные документы. Вот здесь кто вместе тебя тогда выполняет эти задачи? Значит, есть другие фирмы, которые ведут электронную базу и которые ведут. Вот есть система «Гарант». Наша «Консультант Плюс» называется. Есть еще «Гарант», «Кодекс», «Референт», завтра придут. Их много в России. У нас тоже «Гарант» у нас работает. В России. Гарант когда у нас появился? Сразу в марте. После тебя? Да, сразу в этот же день. Теперь кто эту фирму «Гарант» сюда завел? Убрав ее, кто эту фирму «Гарант» завел? Тем более я определял, я же когда говорю, что работает, вот это вот их организация. Как это получилось? Кто ее сюда завел? Кто за этим стоит? Главе администрации задачу. Вернуть все назад. Особое внимание руководитель республики уделил решению проблем многодетной семьи, проживающей в сельском поселении Сургахи. Отец семейства Патархан Измайлов посетовал на отсутствие сельхозтехники для ведения фермерского хозяйства. Просьба Измайлова была удовлетворена. Соответствующие поручения по данному вопросу были даны министру сельского хозяйства и продовольствия Руслану Костоеву. У меня прицепный инвентарь, 15 штук инвентарь. 15 штук инвентарь, башка, шайер, даю, хайва, просил. Дочка, я с чем ли, мицай. Солгузи, болгус. А малых тракторов? М80. Костоеву задачу выделить в аренду без оплаты. Не в собственность. Ему там схема есть такая, сейчас в лизинг поступает трактор, в ближайшее время дать ему трактор.
Также Винсбек Евкуров принял вице-премьера Павла Пущина и руководителя строительной компании «Алтрейд» Бестана Шадыжева. Участники дискуссии детально обсудили тему повышения объема производства инертных материалов ГУП «Карьера управления». В ходе беседы глава субъекта выразил намерение до 15 февраля посетить данный объект с тем, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте и выработать комплекс мер, направленных на финансовое оздоровление предприятия. Там изначально было поручение, чтобы ГУП «Карьера управления» по аналогии Алагирского карьера выставить на госгарантии. Для этого нужно было наличие инвестора, который бы смог и собственные средства вкладывать, и использовать механизм госгарантии для того, чтобы восстановить предприятие. Учитывая, что Алтрейд – это компания, которая с компанией Инария имеет такие родственные связи, они не структурные, а дружественная компания. В итоге карьера управления, она куда уходит? ГУП становится частным партнерством или государственным, или чисто частным? Здесь, как вы решение примете, так и будет. Передать ведение Ингушавтодора части карьеры. Необходимо отметить, что прием граждан республики длился около 5 часов. Все обратившиеся к главе Ингушетии получили исчерпывающие ответы. Глава ведает, что нормативные документы, которые издаются в нашей республике, они должны быть в срочном порядке быть доведены до исполнителя, и их реализация зависит от конечного исполнителя. Наша задача нашего регионального информационного центра стоит в том, чтобы мы любой принятый в республике нормативно-правовой документ перевели в электронный вид, составили все редакции, изменяющие к этому документу, и доставили его до конечного потребителя. Сингулярлыкты биздин барсы техникалары. Yani hatırlara da susun техника обеспечить дел. Лятта дизи лятта худды. Болгу хабале. Болгу ет хазага. Ет болгу волжу. Болг биметти болг би техник халча. Техника кастой руслангы. Распоряжение алгех, трактор лугежи, даух бобби, инвентарили, иш даугну ослди ярц. Азад малда даугдама. Чо удвитруен, чо гадвац удвухсу. Пресс-служба главы республики специально для программы «Вести Ингушетия».